На самом деле большая палитра чувств разная. Где-то была ненависть, где-то была злоба, где-то радость, где-то печальная грусть. И оно все вот в совокупности от разных моментов, которые там происходили. Но я даже до сих пор душой иногда нахожусь там. И когда я смотрел этот фильм, я очень сильно хотел к своим ребятам. Не то, что чтобы именно повоевать, а просто хотелось вот увидеть своих ребят, посидеть с ними, поговорить. Это, наверное, одно из самых теплых воспоминаний, самых теплых чувств. Кардинально поменялась вообще система ценностей изначально, потому что для меня, наверное, ценности были более материальные, чем духовные. Сейчас у меня все ценности духовные, то есть любые какие-либо проблемы бы передо мной не происходили. Я понимаю то, что за каждым дождем всегда наступает радуга. Из любого места есть выход, кроме того, когда закрывается крышка гроба. И я понимаю, насколько ничто не может быть дороже, чем твоя семья, твое окружение, твои близкие люди. Это самое дорогое на свете. И я безумно благодарен своему отряду, своим ребятам, которые воевали бок о бок вместе со мной. И благодаря ним я сейчас стою здесь. Благодаря этим ребятам мы победим в дальнейшем. Да, безусловно, общаюсь. Каждый почти день мне пишут мои военнослужащие, с кем я раньше служил. И вот в социальных сетях звонят постоянно на мобильный телефон. Вот, то есть, общение прямым ходом проходит. Даже сюда к нам в республику приезжают. Кратковременный отпуск. Вот, к сожалению, не все мои военнослужащие, мои ребята были... не все из них остались живых. Вот, но мы поддерживаем теплую связь, помогаем всегда друг другу. Но мы все на очень плотной связи, все между собой общаемся и помогаем друг другу. И это братство, которое пойдет на всю жизнь. И несмотря на всю эпоху времен, и что бы ни случалось, мы все равно будем поддерживать связь. Эта связь как бы сжатый кулак. Для нас это значимое событие, это прорыв именно в области кинематографа нашего российского. Первый фильм об участниках специальной военной операции. Если даже откидываем часть именно художественной литературы, это все-таки дань памяти о наших героях, о тех, кто участвует в зоне специальной военной операции, за что они воюют, почему они отдают свои жизни. И это все только, я считаю вот таким образом, то, что культура, вообще язык культуры, это такое ружье, которое будет стрелять всегда. Война рано или поздно закончится, а культура будет говорить. И она будет говорить вечно.